feeling. Alright? Alright, we're only gonna do a few more minutes of this. Like I said, keep burning you guys out on the legs, and we'll go back inside. We'll do like some pull-ups and some deadlifts and other stuff. You get back, you're gonna do backwards to the G, spread through. Ну что, сегодня 1 октября. Мы вышли гулять с Эльдаркой. Эльдарка заснул. По райончику тут двигаемся. Осень. Люблю осень. Осень — время перемен всегда. Сейчас не исключение. Какие новости-то? Я неожиданно потерял работу. Это та самая, которой я устроился водителем на строительную компанию. Ну, это не строительная, там ремонт, крыши, всякое такое, короче. Всякое разное. Вот, меня неожиданно уволили. Это редкость, потому что обычно я сам увольняюсь. А тут меня взяли, уволили. Без объяснения причин. Я примерно догадываюсь, из-за чего, но по поводу моей работы как водителя там нареканий никаких не было. Я, на удивление, очень хорошо. Я никогда не водил прицеп. Ну, то есть никогда не сдавал задом прицепом. Вообще не ездил с прицепом. А тут я, на удивление, очень хорошо для самого себя им маневрировал. Вот. Ну, будем считать, что там просто было недопонимание. Но неприятно, когда тебя увольняют без объяснения причины. Потому что одно дело, когда тебе говорят, что ты такой-сякой, как бы с этим, хрен, можно смириться, да. Но когда ты не понимаешь, и ты гадаешь, хотя спрашиваешь, а что, почему тебе не дают ответа. Вот. Ну и хер с ним. Хер с ним, я все равно не хотел работать там. Ну, мне эта вообще сфера неинтересная. Я уже вообще не хочу нигде работать. Я же путешественник, свободный человек. Для меня это такая каторга. Вот. Вот, и наши планы, то, что мы планировали с Настей, с семьей, придется исполнять раньше. Мы готовились к автопутешествию. У нас есть наша Тойотка. Мы планировали к зиме отправиться, то есть уехать из Питтсбурга вообще. В принципе, нам этот город не нужен. Мы сюда приехали рандомно, ну, случайно фактически. И не скажу, что он нам нравится. Ну, не велосипедный город, не для нас, не для меня точно. Насте тоже он не нравится. Зачем? Еще в мире столько городов, а лучше океанов, морей, лесов, природы еще столько. И сидеть в таком городе, который тем более нам не нравится, нету смысла. В общем, я планировал еще поработать месяцок, чуть-чуть поработать, купить снаряжение для автомобиля, бокс на крышу, ну, чтобы вещей можно было больше увезти, но не судьба, короче. Будем ехать с тем, что есть. Вот, и у нас есть где-то неделя, 10 дней примерно на то, чтобы все наши пожитки, все, что мы нажили здесь в Америке, все куда-то раскидать. Либо через маркетплейс продать там за копейки, либо просто выкинуть, либо отдать кому-нибудь бесплатно. Вот, и, короче, нам избавиться от этих вещей нужно, от мебели. Будем этим заниматься. Вот такие вот пироги. Вот. Изменения всегда к лучшему. Дарк спит, погода хорошая, вообще идеальная. Хорошая осень.
Так, ну что, доброе утро. Сегодня 4 октября. У нас активно идут сборы, подготовка. Ну как активно, лениво, конечно, потому что вообще не знаешь, за что взяться. Так, что у нас по подготовке автомобиля к дороге? Я нашел на маркетплейсе. То есть, так как с завода не предусмотрены эти рельсы на крыше, вот нашел на маркетплейсе вот этот багажник на крышу. Он обошелся в $40. Состояние, конечно, не очень, но других вариантов не было. Немножко надо было цену сбагрить, конечно, но я потом уже это, в принципе, заметил, так не обратил внимания. То, что тут ржавчина, ну это фигня, главный функционал, тут все работает с этим. Вот, и сам бокс Туле купили за $30 вчера вот буквально, то есть все это $70 обошлось. Вот, конечно, он не идеальный, у него нету ключа, но самый главный функционал, опять же, бокс работает, пространство есть. Вот, тут одна потеряна еще вот эта фигнюшка, вот, без одной. Но я думаю, это не такая большая проблема, можно что-нибудь придумать, найти болты. Вот, ну, это отличное увеличение пространства, потому что без этой штуки вообще никак. Вещей много, и надо все это куда-то девать. Я еще в перспективе хотел, но сейчас, наверное, не получится. Это установить сюда вот хич, ну, как он называется-то, чтобы, короче, фаркоп здесь был. И здесь площадочку такую сделать для дополнительного багажного места. Но пока, видимо, не получится, потому что этот хич установить, там нужно $250 минимум, я посмотрел. Сейчас пока без него. Так, ну нам еще предстоит очень много вещей раздать, отдать, продать. Вот, мы все вещи по умолчанию сейчас выкладываем в Facebook Marketplace. Ну, как все, которые нам не нужны, то есть по мебели. Вот, например, этот кожаный диван мы уже продали за $350. Уже заплатили нам, его должны забрать где-то в среду. Это обалденный кожаный диван, нам он достался, правда, бесплатно, когда я работал в Техасе на мувинге. Там один клиент такой говорит: забирайте, кому нужен. Говорит, я его, говорит, за $4000 там 3 года назад покупал. Диван реально обалденный. Ох, реально классный диван, то есть и за 350 это даже дешево его продать. Ну вот, попытаемся хотя бы что-то выжить, какие-то деньги из этого, потому что деньги нам нужны сейчас на дорогу. Вот это тоже сейчас должно продаться уже. Вот. Ну, сборы как-то вяленько идут, потому что не знаешь, за что браться. Что-то этот дом как-то энергию высасывает. Вроде проснулся уже, и уже сил нету. В общем, тяжеловато. Какое-то залипание такое. Но сейчас вот надо взяться и отобрать все, что нужно, все, что не нужно, сложить, куда-то деть. Но, говорю, по мебели ее жалко выбрасывать. Вот это вот все можно отдать. Либо бесплатно, либо за какую-то копеечку, неважно, просто жалко. Хорошая, реально она может служить еще. Диван еще лет 50 прослужит еще при уходе хорошим. Нашли вон у нас на чердаке елочку, Аечка попросила включить. Включим последний раз эту елочку, потому что неизбежно придется с ней остаться. Вот. Самое тяжелое — это расставаться с детскими вещами, потому что много всяких игрушек разбарахлились. Вот, и тяжело будет. Не сколько нам, сколько Аечке надо будет это все комфортно, невидимо как-то от этого избавиться, чтобы Аечка, может, что-то забудет, что-то не заметит. Вот. Поэтому, конечно, тяжело вот именно с детскими вещами. Со своими вещами-то пофиг вообще там. Мне главное велосипед свой сохранить, и все. Остальное там по шматью, это все мелочи. Вот детские вещи. Вот елочка.
Ох, гуляю вечером по Питтсбургу сейчас опять. Ну, по райончику двигаюсь. Походить сегодня тоже надо. А то весь день в разборах, с завалов дома. Всех вещей, которых, ну, сортировка была. Вот. Кстати, кто помнит серии мирового кочевья, когда мы были в Нидерландах, под Амстердамом, в гостях у Баука. Мы жили тогда в заброшенной школе, на заброшенной начальной школе. Вот там катались на велосипедах по коридорам, было здорово. Вот. Я, кстати, посмотрел сейчас на Google Earth в картах это место, и, к сожалению, эта школа уже снесена. Немножко грустно так, очень классное время тогда было. Ехали по Европе, и вот та школа, это прям такая была душная, там спокойствие вообще, такое было, так классно. Просто грустно, когда такие объекты, дорогие нам, их больше нет. Вот, и кто не видел, посмотрите это видео, там, где мы были в школе в Голландии. Здорово, как ностальгия прям нахлынула. И грустинка.